12-я школа сельского поселения Инырки функционирует с 1973 года. За полвека своей жизни она выпустила тысячи выпускников. Сегодня в ее стенах получают знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботу педагогов 701 ученик. Все 50 лет она продолжает хранить свои традиции и передавать их из года в год последующим поколениям. Сегодня 12-я школа имени Ахмеда Катиева по-особому нарядная, как и все учащиеся и педагоги. Но отпраздновать 50-й день рождения школы собрались в Доме культуры Инырки. Этот праздник считают общим и отмечают всем селом. Поздравляют собравшихся и звезды ингушской эстрады. Сегодня вспоминают все яркие и грустные моменты, которые пережила 12-я школа. Всех личностей, которые стояли у истоков становления и внесли большой вклад в развитие образовательной организации. Директор школы Ашат Саутиева в свое время пошла в первый класс 12-й школы. После получила первый профессиональный опыт в родных стенах, а впоследствии стала руководить большим коллективом. Со дня основания этой школы директором школы была Мария Алиевна до меня. И я вот сегодня не могу не сказать об этом, что мне наследство досталось богатое, уже утвержденное, с утвержденными принципами, своими устоями, правильными, подготовленными устоями школы. И мне было легко идти по проторенной тропинке. С момента своего образования Альма-Матер каждый день встречала и провожала учеников, педагогов. На протяжении 50 лет объединяла людей в отдельную семью и стала для них вторым домом. В зале много первых выпускников школы, которые после привели сюда учиться своих детей и внуков. Родился здесь, в селе, и учился в этой школе. Со дня открытия этой школы 1973 года я учился и окончил на память в 1978 году, по-моему. И мои дети все здесь учились и еще продолжают учиться. А главная кладезь школы – это педсостав. Они являются источниками знаний, богатого опыта, примерами профессионализма, терпения и любви к своему делу. 74 педагога 12-й школы стали помощниками детей на пути в мир знаний. Они не только учат, но и играют большую роль в формировании у воспитанников правильных ценностей. Вот уже на протяжении 40 лет у Зинаиды Барахоевой, заместителя директора по начальным классам, в трудовой книжке не меняется запись СОЖ номер 12 сельского поселения Инырки. Если сказать честно, я вот этим детям, своим школьникам посвятила большую часть своей жизни. Я их очень люблю, никогда не оставляла их без внимания. За годы своего существования 12-я школа дала путевку в жизнь многим ярким личностям, которые впоследствии стали гордостью республики. Много храбрецов, воспитанных здесь, погибло в ходе исполнения служебных обязанностей. Среди них герой России, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Катиев, чье имя носит школа. Его машину расстреляли неизвестные 27 августа 2013 года. В июле 2022 года при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции на Украине трагически погиб еще один выпускник школы – Джамарс Индиев. Многие выпускники и по сей день продолжают трудиться на благо своей родины в различных направлениях, в том числе в министерствах и ведомствах республики. В первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить педколлектив данной 12-й школы, где я прошел учился с 1 по 10 класс. Конечно, в памяти отложилось только хорошее, правильное, потому что наша школа действительно является легендой и кузница кадров. Этому есть много историй людей, которые прославили нашу родную республику Ингушетию. Мне лично учеба в этой школе пригодилась. Начал свою трудовую деятельность с простого рабочего строительства и далее юрисконсультом ОАО «Ингушнефтегазпром», заместитель секретаря Совета безопасности. Это 2004-2005 год. С 5 по 10 год начальником Горского кадетского корпуса. И всю дорогу возглавляю и принимаю активное участие в общественных организациях.
Несмотря на свои годы, 12-я школа молода, полна энергии и открыта новому. На смену старым доскам приходят интерактивные, вводятся новые технологии. Школа участвует в различных программах нацпроекта, в том числе «Точка роста. Успех каждого ребенка». Смелая, инициативная команда педагогов постоянно развивается, совершенствуя методы обучения. В этом году школа получила грантовую поддержку – 1 миллион рублей в рамках регионального мониторинга достижений образовательных учреждений. Учащиеся занимают лидирующие места в региональных всероссийских конкурсах. Мне очень нравится моя школа, и потом я там с детства учусь, с 0 класса. Все мои учителя, все мои друзья, мне они сильно нравятся. Я с удовольствием хожу в школу, я люблю своих одноклассников, учителей. Моя школа – это мой второй дом, во-первых. Во-вторых, я люблю всех своих учителей. Не смогу сказать, что один учитель лучше другого. Все дали мне доброту, любовь, не только мне, но и моим одноклассникам, всей школе. В честь празднования полувекового юбилея от всех собравшихся звучат поздравления, теплые пожелания и благодарности в адрес школы, педагогов, учащихся, наставников. Более 30 лет я работаю заучем по учебной работе. Всем моим коллегам благодарность за высокий профессионализм, за верность профессии, за любовь к детям, за то, что понимают с полуслова, за то, что поддерживают. Своему коллективу больших удач, успехов и хороших учеников. Радости, успехов больших в жизни. Одноклассникам я желаю, чтобы они учились хорошо, а я учителям желаю, чтобы они были здоровы. Я хочу, чтобы они учились хорошо, чтобы они были рады учиться в школе. Я хочу, чтобы мои одноклассники всегда были радостны и получали только пятерки. Насыщенную датами и достижениями, именитыми выпускниками, историю 12-й школы вписано еще одно яркое событие. Впереди у учащихся увлекательные познавательные уроки, веселые и звонкие перемены. Также здесь рассчитывают, что постигать знания будут в обновленных условиях. За годы образовательного процесса здание обветшало и нуждается в капремонте. Сразу поделились хорошими новостями. Школа уже включена в программу, осталось еще немного подождать. Диана Дударова, Султан Булгучев. Новости 24.